Так, прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать. Я приветствую всех учителей, дорогих друзей, присутствующих здесь. Также я приветствую всех, кто слушает эти учения по интернету. И в особенности я приветствую всех монахов и монахинь, которые учатся в монастырских колледжах. Я также приветствую своих друзей и родственников в Тибете. Всех вас я тепло приветствую. Я не смог вас даровать учение на протяжении нескольких дней. Причина этого в том, что я плохо себя чувствовал и не мог говорить. Поэтому я был вынужден сделать перерыв. И сегодня последний день наших учений. 13-й последний день. И я хочу на этом остановиться на 20 стихе Великих Деяний Микьёдоржи. И на этом мы заканчиваем раздел относительной Бодхичитты. И 21 стих, следующий стих, это уже раздел абсолютной Бодхичитты. Поэтому мне кажется, что хорошо остановиться как раз на этом 20 стихе. И в следующем году мы начнем с 21 стиха. И, возможно, в следующем году мы закончим учение по этим стихам. После того, как мы закончим разъяснение всех этих стихов, как я уже сказал, вам следует решить, что же вы хотите, чтобы вас интересовало. И тогда мы можем обсудить это и решить, какая будет следующая тема наших учений через год. И сегодня я хочу говорить об особой теме, связанной с жизнью Микьёдоржи. Я уже рассказал о нескольких таких особых аспектах в его жизни. И сегодня я хочу говорить об особой теме, которая связана с полным монашескими обетами. И это тема, которая требует довольно обширного изучения и подготовки, потому что это непростая тема. Но, тем не менее, сегодня я хочу рассказать об этом, поскольку это связано с деятельностью Кармапы Микьёдоржи. И история. Одна тема, о которой я хотел бы говорить. Это распознание и возведение на трон Шамара Ринпоче, которое вызвало много проблем во время жизни Кармапы Микьёдоржи. Но сейчас я сейчас не могу найти основной источник, который я нашел по этой теме, и поэтому я не буду говорить об этом сегодня.
Вместо этого я буду говорить также об этой важной теме, связанной с историей освобождения и деятельностью, просветленной деятельностью Микки Доржи. Это его деятельность для блага монахинь. Возможно, вы знаете, что несколько лет назад в Dharamsala было проведено несколько конференций на тему монахинь, полного посвящения для монахинь. И на одной из этих конференций я получил один документ, один текст, составленный Целе Нацо Корандролом. И этот текст удивил меня, и я думаю, что он также будет удивительным для вас. Почему? Потому что в этом тексте говорится о том, как Микки Доржи даровал обеты монахинь. Этот текст называется «История учения, история того, как учения были установлены в 3 монастырях Целе». О чем говорится в этом тексте? Что Джетсунма Кончой Кацума получила полное посвящение монахини от владыки Микки Доржи и стала бикшуни. Она придерживалась всех правил поведения с большой тщательностью и без какой-либо ошибки. Она даровала учение более сотни монахиням в монастыре Шакан и прожила долгую жизнь полной практики. И удивительно в этом документе то, что в нем упоминается, что Микки Доржи даровал обеты бикшуни. То, о чем здесь говорится, это монастырь Целе, из которого происходил Целе Нацо Корандрол. И эти монастыри были связаны с кармабами. И кроме этой цитаты из этого текста, написанного Целе Нацо Корандролу, нет никакого другого упоминания о том, что Микки Доржи давал полное посвящение монахиням. Даже в его собственной истории освобождения об этом ничего не говорится. И это довольно удивительно, почему об этом нет никаких других упоминаний. И когда я увидел этот текст авторства Целе Нацо Корандролла, тогда я задался вопросом, какова была связь между Микки Доржи и полным посвящением монахинь. Я начал исследовать этот вопрос. Почему? Потому что много моментов в собрании работ Микки Доржи, которые касаются полного посвящения для монахинь. В его трактатах по Винае он обсуждает обеты для монахов и монахинь. И он прилагал усилия во время своей жизни для изучения этого вопроса. И мне кажется, что я в 2004 году, когда я изменял кодекс поведения для Кагьяман Лама, то есть все эти правила поведения о том, как носить монашеские одежды, как делать простирание, как вкушать пищу. То есть все эти правила, которые мы рассмотрели и поменяли для проведения Кагьяман Лама, во время этих обсуждений
я изучал текст Мекью Дорже, посвященный ритуалам Виная. И именно тогда я начал впервые интересоваться о кодексе поведения для бикшуни. И тогда же мы подготовили отдельное место для сидения для монахинь среди монашеской санки на Кагьямаламе. И также для монашеской процессии мы выделили особое место для монахинь. И причина для всех этих изменений был в частности связан с тем, что я прочитал в этом тексте Мекью Дорже, посвященный ритуалам Виная. Видите слайд с этим текстом. Он называется «Презентация действий, активности санхи, активности индивидов, связанных с санхи, и активности самих индивидов». И в этом тексте говорится: ритуалы для женщин не практикуются в Тибете в эти дни. Поэтому, если женщины хотят принять полное монашеское посвящение, то допустимо даровать им обеты в соответствии с ритуалами для дарования обетов мужчинам. Поскольку обеты бикшуни прежде всего возникают на основе мужской монашеской санки. И поэтому, когда необходимо проводить ритуал для женщин, тогда такой ритуал проводится на основе ритуала для мужчин. Как говорится в Винай-сутре, что бикшуни получают полное посвящение от бикшу, и им даруют обеты бикшу. И в длинном комментарии на Винай-сутру говорится, что дарование обетов бикшуни может быть осуществлено бикшу. И эти ритуалы для дарования обетов женщинам могут основываться на обетах для дарования обетов мужчинам. И лишь в нескольких моментах необходимо внести изменения. К примеру, вместо того, чтобы говорить монахи послушники, говорится монахини послушницы и так далее. То есть ритуал для мужчин просто таким образом меняется на ритуал для женщин. И все это говорится, обсуждается в тексте Мекью Дорже по ритуалу Виная. И когда я изучала этот текст, я еще тогда не был знаком с этим трактатом Целия Нацок Ранрола. И я не знал о том, что Мекью Дорже на протяжении своей жизни даровал обеты бикшуни женщинам. Но когда я увидел этот текст Целия Нацок Ранрола, то я соединил эти два текста вместе, и я понял, что, возможно, Мекью Дорже даровал обеты бикшуни как раз на основе этого измененного ритуала для дарования обетов бикшуни. И этот ритуал он создал сам, внеся несколько изменений в ритуал для мужчин. Кроме этого отрывка из текста Целия Нацок Ранрола очень мало других источников, в которых мы можем видеть любые свидетельства о том, что Мекью Дорже даровал обеты монахини. Поэтому мы не можем утверждать, что это факт со 100% уверенностью. Однако
очень ясно и очевиден тот факт, что у Микки Доржи были ученицы монахини с полным посвящением, ученицы бикшуни. К примеру, в краткой практике Махакалы под названием Мадагма в ее колофоне в конце говорится, этот текст называется Мадагма, поскольку он начинается со слов, что нечистый мир превращается в чистый. Это строки об очищении мира, в котором делается подношение. И благодаря этим первым словам этой практики она стала называться Мадагмом. И это в колофоне этого текста говорится, что он был написан Джицуну Микки Доржи по просьбе Ринчан Палмо. Кроме того, в собрании работ Микки Доржи есть текст под названием «Избранные молитвы». И в колофоне этого текста говорится, что он был написан Кармапой Микки Доржи по просьбе Ринчан Палмо. Это имя Ринчан Палмо и упоминается дважды, и о ней больше ничего не известно, кроме как того, что это женское имя. Однако, если мы взглянем на колофоны в других текстах, например, в тексте под названием «Свет и глубокая суть», необычный способ медитации на Гуру Важрасадху. В колофоне этого текста говорится, что это особая медитация на Гуру Важрасадху, происходящая из устной традиции Гьялонга Кармапы, была написана по просьбе Шакья Бикшуни с преданным умом по имени Ринчан Палмо. И отсюда становится очевидным, из этого упоминания становится очевидно, что Ринчан Палмо была Бикшуни. И мы не знаем о ее жизни ничего другого. Однако в собрании песен Пао Цуклак Джамвы под названием «Гирлянда тайных слов», сокровищница важных песен, есть одна песня, которая гласит: медитируйте на основную практику Махаяны, Бодхичитту, устремление и применение, воплощайте на практике ключевые положения гуру-йоги для того, чтобы зародить преданность, обретите ясность божества на стадии зарождения, пребывайте в несотворенном состоянии в сути медитации. Все, что возникает, очищайте это божеством, мантру и великое блаженство. Не привязывайтесь к своему телу, либо любому имуществу, и перенесите свое сознание в виде буквы А в небо, и вся суть учения Дарма сосредоточена в этом, собрана в этом. И затем говорится, что это совет, который даровал Ринчан Палмо. Итак, похоже, что здесь говорится о Ринчан Палмо и о том, что она была благородного происхождения, была женщиной благородного происхождения, которая затем взяла полное монашеское посвящение, стала бикшуни. И
И иногда упоминается еще одна женщина под именем Кончок Палмо. И на самом деле Кончок и Ринчен — это два разных перевода одного и того же санскритского слова «ратна», что означает «драгоценность». Поэтому возможно, что это монахиня Ринчен Палмо, и это та же монахиня, которая встречается под именем Кончок Палмо. И главное в том, что эта женщина, либо эти две женщины были монахинями бикшуни. И согласно исторической перспективе, есть два способа дарования обетов бикшуни. Это дарование обетов бикшуни с помощью двойной санхи монахов и монахинь, либо дарование монашеских обетов для женщин с помощью одной санхи, женской санхи, монахинь, бикшуни. Но похоже, что в Тибете была традиция дарования женских обетов бикшуни не двойной сангхой, но сангхой, мужской сангхой бикшу. И именно таким образом тем избранным индивидам, тем избранным женщинам, которые хотели взять полные женские монашеские обеты, поскольку не было женской монашеской сангхи бикшуни, эти обеты даровались монахами бикшу. И есть несколько разных упоминаний с того времени, когда дарма распространилась в Тибете во время правления царя Сонсена Гампо. И есть эдикты, также эдикты Трисонга Дацины, а также надписи на колоннах из Карчунга и Самье. Все это является историческими свидетельствами. К примеру, в надписях в Самье говорится следующее о том, как была создана монашеская сангха в Тибете, что были воздвигнуты опоры для 3 драгоценностей, и люди Тибета были приведены к освобождению. То, что зовется «приведены к освобождению», может быть интерпретировано как что они стали монахами, ступили на путь к освобождению, то есть стали монахами и монахинями. Кроме того, в тексте, в собрании писем есть одно историческое письмо, которое написал Ба Пальянг. Оно называется «Краткое изложение того, что необходимо ценить». И в этом письме говорится: вы видите слайд этого письма на экране. В нем говорится, что в Тибете не было известно даже само название бикшу. И затем владыка Бодхисаттва Трисонг Дэцин установил истинную дарму. Итак, слайд вернулся на экран. И дальше говорится: славный император зародил веру и произнес: тот, кто носит монашеское имя Пальянг, является совершенным монахом. Галакарма говорит, что не было связи, но говорит: я надеюсь, что вы теперь меня слышите. Итак,
Это письмо содержится в Тенгюре. И смысл того, что в нем написано, это то, что до Трисонга Дацина в Тибете не было бикшу, не было монахов с полным посвящением. Даже не было известно имя, название бикшу. И затем первым тибетцем, кто был высвящен монахи, был человек по имени, который получил монашеское имя Бальян. Кроме того, есть исторические хроники. Есть несколько исторических хроник. И одна из самых древних называется «Хроники семьи Ба», которые найдены в монастыре Дрипунг. И в этой истории говорится, что во времена Сунсенга Гампо переводчик Самбота, Чокюдзо и другие приняли монашеское посвящение. Однако это неправильно, поскольку те, кто так говорит, не знают смысл того, что называется семь первых тибетцев, которые получили монашеское посвящение. Они называются 7 человек, которые были подвержены испытанию. То есть смысл того, что здесь говорится, что во времена императора Сансенга Гампо, возможно, и были монахи, однако они были не тибетцами. Возможно, это были китайские монахи из Китая. Однако тибетцы не были посвящены в монахи, поэтому любое упоминание об этом является неверным, говорится в этой хронике Ба. И первые монахи получили посвящение во времена правления Трисонга Дацина, и прецептором, то есть тот, кто даровал им обеты, был Шантаракшита, аббат Шантаракшита. И этих первые 7 человек, 7, которые были подвержены испытанию, это люди по имени Чим Шакьяпраба, Цанли Друп, Орбайроцена, Шанг Лабу, Шабу Конглян, а также Ва Ешей Вампо. Это те 7 человек, которые приняли монашеские обеты от аббата Сантаракшита. И есть несколько историй касательно этого. И в описании того, как Шантаракшита даровал эти обеты, то в некоторых из объяснений говорится, что Шантаракшита принадлежал к школе Дамра Рашатья. И эта школа, которая обладала своей линией передачи монашеских обетов. И это не та линия, которая сейчас превалирует в тибетском буддизме. И поэтому именно поэтому говорится, что Шантаракшита не даровал эти обеты тибетцам, поскольку обеты были дарованы в другой традиции Дharmagupты, а Шантаракшита был держателем традиции Тамрашати. То есть существуют различные мнения о том, кто был этим прецептором, кто даровал первые монашеские обеты в Тибете. Как бы там ни было, в этих хрониках упоминаются первые 7 мужчин, которые получили монашеское посвящение. В них не упоминаются женщины. Означает ли это, что женщины не были посвящены в монахини во времена правления императоров Тибета? Нет, это не так, поскольку есть другие упоминания. К примеру, в одном из документов
говорится, что после того, как был построен семье, Чен Тригел и другие 100 женщин получили монашеское посвящение. И согласно этой хронике, это также упоминание из хроники Ба, из того же документа, который был уже упомянут. В нем говорится, что первые женщины были посвящены монахине после того, как был построен семье, но перед тем, как он был освящен. То есть здесь упоминается о том, что женщины были посвящены. И также говорится, что это посвящение, это женщина благородного просвещения Чен Тригел получила от аббата по имени Варатна. И именно основываясь на этом упоминании, широко принятым в Тибете является тот факт, что первым аббатом, первым прецептором, кто даровал обеты женщинам в Тибете, был именно Варатна. И в пещерах Дуньхуана был найден один китайский манускрипт, китайская рукопись, которая называется «Утверждение логики внезапного просветления Махаян». Это тот сайт, который вы видите на экране. В нем говорится, что царица Три Джамацен обладала великой верой и преданностью, и благодаря этому зародила моментальное просветление, достигла моментального просветления. И в тот момент тогда она отрезала свои черные волосы и оделась в одежды монахини. И незапятнанная мандала дисциплины зажглась в ее сердце, и благодаря чистой воды самадхи она постигла природу дзен. И тогда она стала первой женщиной-монахиней в Китае. И затем стала также учителем Дхармы Махаяны. И здесь говорится о том, как императрица Три Джамацен, Тринанамса, а также другие 300 жен министров, королевских министров приняли монашеское посвящение. И не совсем понятно, кто даровал им это посвящение, кто был прецептором, но, возможно, это был Хашан Махаяна. И поскольку он был известным мастером дзен того времени, и, возможно, именно он даровал это посвящение. Если мы сравним хроники Ба и этот китайский текст, тогда можно также предположить, что первой бикшуни, тибетской бикшуни, была Тригел Моцен. И об этом также упоминаются надписи на колоколах в храме Гэге. Вы видите изображение этого колокола на экране. Есть такие два колокола, сохранившиеся из храмов Гэге и храма Традрук. И на них сохранились эти надписи. И это то, что вы видите, это
колокол из храма Гиге. На тибетском они называются чон. И на этом колоколе из храма Гиге в Самье говорится, что царица, а также принц в качестве подношения 3 драгоценностям возвели этот колокол. И благодаря этой заслуге император Трюсонг Дэцин, его принцессы, его принцы, также их жены обрели голоса, наделенные 60 качествами мелодической речи, и достигли совершенного просветления. Сейчас вы видите изображение, фотографию другого колокола из храма Траджук. На нем говорится, что этот большой колокол был хорошо известен во времена правления императора Трида Сунцена. Для того, чтобы воодушевить существ на практику добродетели, подобно тому, как мелодии богов слышимы в небе, этот колокол был вылит при помощи подношения Джомо Джончуб. Джомо Джончуб, то есть этот колокол был проспонсирован Джомо Джончуб. И это Джомо Джончуб упоминается на этих 2 надписях, поэтому она, а также императрица Чжигелмо-цен были очень важными женщинами того времени. Но в любом случае, кто даровал, независимо от того, кто даровал посвящение этим монахиням Варадне или Хашан Махаяна, это не имеет значения, поскольку самое главное для нас заключается в том, что главным прецептором был бикшу, а не бикшуни, что эти женские монашеские обеты были дарованы представителям мужской санхи, а не смешанной мужской и женской санхи. И в другом источнике под названием «Письмо», и в этом источнике под названием «Письмо», в котором кратко излагается, что необходимо ценить написанное Баба Янгом, описывается последовательность дарования обетов, что сначала были дарованы мужские обеты, а затем женские обеты, что женщины получили посвящение после мужчин. И также в этом источнике говорится, что необходимо давать наставления как бикшу, так и послушникам, так и женским монахиням, то есть монахиням бикшуни, которые приняли обеты. Именно из этих свидетельств мы видим, что в Тибете были созданы не только мужская сангха, но также и женская сангха. Но важно также то, что женская сангха получила свое посвящение от прецепторов мужчин бикшу. Я думаю, что сейчас хорошее время для того, чтобы сделать перерыв на 30 минут. Так, как я уже говорил, из истории жизни Микьо Доржи у нас есть свидетельство о том, что Микьо Доржи
давал посвящение монахиням, монахиням бикшу. И у нас есть свидетельство об этом в других источниках. И если это так, то какова же историческая перспектива? Какова же историческая перспектива дарования женских монашеских обетов в Тибете? Мы с вами рассмотрели первый период распространения дharмы в Тибете и императорский период. И сейчас давайте взглянем на второй период распространения дharмы в Тибете, второй либо поздний период распространения. И у нас из этого периода у нас также сохранились источники, в которых есть свидетельства о даровании обетов монахини, бикшуни. К примеру, у нас есть древняя надпись, созданная Лама Еши, в которой говорится, что если благородные женщины способны стать монахинями бикшуни, вместо того, чтобы препятствовать им, необходимо переводить их на путь освобождения. И для них должен быть возведен монастырь, дом Дharмы. И говорится, что также жены министров, которые способны стать монахами, должны получать разрешение на это, и для них должны строиться храмы. И есть свидетельство о том, что во время второго распространения Дharмы в основном женщины благородных семей получали монашеские обеты. В соответствии с Намтаром «История освобождения Ринчены Сампо», которую написала Гняна Шри, у Ринчены Сампо было 3 братьев и сестер, и из них его сестра по имени Шарап Цомо стала монахиней бикшуни. Говорится, что она изучала дharму тантры и достигла ситхи благодаря своей практике и стала известна под именем Налджурма Чоки Джонмо. Кроме того, есть другое упоминание из 13 века о том, что 3-я жена Джогана Чупака, что 3-я жена отца Санса Сунам Гелсана, отца Джогана Чупака по имени Санса Сунам Гелсан, была посвящена монахине, и прецептором, кто даровал ей обеты, был Сунамбум. И она позже основала монастырь, женский монастырь. И по этому поводу Джоган Чупак написал: «Я был настоятелем монастыря, в котором и под моим руководством, под моим духовным руководством жили 4425 монахов, бикшу, бикшуни, послушников, монахов и монахинь, а также много мирян из Непала, Индии, Китая, Западного Кся, Монголии, Хуалей, Джангу, уйгуры и Шусен». Также в сокровищнице текстов, которые удовлетворят ученых, который написал так сам Пол Джордж Зампо в 1434 году, упоминается о том, что Джогана Чупака были женские монастыри, в котором жили монахини. И также в 13 веке Кашипа Ригбесунге, один из 5 ученых из Миньяка, он учился в Винае у мастера по имени Сунамджак.
из линии бетона Ринченджупа, бетона Ринпоче, в линии учителя бетона Ринченджупа по имени Джамкянам Капал. И говорится, что он распространил дарму в Центральном Тибете, а также в Западном Кся. И среди его учеников было 100 монахинь-бикшуни. Кроме того, говорится о том, что один известный мастер Винай по имени Намкасунам, он родился во второй половине 15 века, и он был прецептором, кто даровал полное монашеское обеде Чувар Ранжун Вонмо. И об этом упоминается в диалогах Гарампы под названием «Цветущий лотос». Кроме того, говорится, что первый Сандин Ваджра Варахи Чакиндрама или Шалкар Зомо впервые получила посвящение послушницы от Бадонга Панчана Чакинамгяла и получила имя Аджол Чакидрама. И это также еще одно упоминание о посвящении монахини. И следующий, 7-й документ говорит о том, что на начале 15 века Сангдава Шакья Буджанма приняла полное монашеское посвящение от мастера Виная по имени Лапсам Пупа и получила имя Шакья. Да. Она была ученицей Бетона Панчана. И затем она также говорится о том, что Ялма Чудру Палмо получила обеты Бикшуни у Шакья Чогдана, у прецептора Шакья Чогдана. И при этом присутствовала присутствовали ритуальный мастер ритуалов Чинга Джупьял. Также Кунгел присутствовал как задающий вопросы. Джия Дракмар присутствовал как помощник. И Джун Палсангва как хранитель времени. И есть также упоминание о том, как после того, как она приняла обеты Бикшуни, она взяла свою чашу для подаяния и в сопровождении монахини послушницы она пришла посетить Бетона Панчана. И говорится, что он упоминает об этой встрече, говоря, что он был очень вдохновлен встретиться с ней. И он сказал ей следующее. Он сказал, что часто архаты спускаются на землю, и она похожа на архата в женском подобии архати, который пришел на землю. И
и, и благодаря встрече с ней он зародил веру. Именно так он описывает это, и об этом также есть упоминание в ее истории освобождения. И следующее упоминание говорит о том, что в начале 15 века была женщина по имени Сангдава Шакья Буджана. И сначала она была мирянкой, практикующей мирянкой. И затем она приняла монашеские обеты у прецептора по имени Санги Сампо и получила монашеское имя Шакья Сампо. И когда она получила учение Дharмы от аббата Кемпо, то она постоянно видела, стала получать видения, в которых видела хрустальную ступу, сотворенную из света, которая появлялась внутри ее которая появлялась внутри ее тела. И она задала Кемпу вопрос о том, что это означало. И он ответил ей, что это означает то, что ты родишь великое существо, которое будет сохранять и распространять учение Будды. И именно это будет так, как Салвай Цуджим дала жизнь Асанге, вступив в соитие с Кшатрием и дав жизнь Васубанду, вступив в соитие с Брахманом. Поэтому, не оставаясь здесь, возвращайся на родину. Это то, что сказал ей прецептор Кемпу. И тогда она вернула обеты и вернулась на родину, и вскоре стала матерью Панчена Шакья Чогдана. И это описывается в истории освобождения Шакья Чогдана под названием описания светоча буддийских учений. И сейчас вернемся к Панчену Шакья Чогдана. Говорится, что когда ему было 62 года, то он даровал обеты Гьяме Друпалмо. И это также описывается в его истории освобождения под названием «Светоч учения Будды». И даются подробности того, как был проведен этот ритуал. И из этих подробностей мы видим, что все, кто даровал обеты, были монахами бикшу. То есть все эти исторические свидетельства, о которых я рассказала, они все свидетельствуют о том, что в Тибете даровались обеты монахинь бикшуни. И поэтому нет ничего удивительного в том, что и Микьё Доржи мог даровать такие обеты. Это соответствует историческим свидетельствам. И это лишь несколько свидетельств, но кроме тех, о которых я упомянул, возможно, есть много других подобных свидетельств, и нам нужно продолжать исследовать этот вопрос и искать подобные свидетельства. И что же самый главный вывод, который мы можем сделать из этих свидетельств, это то, что большинство женщин, которые получали высшие монашеские обеты, они происходили из благородных семей. То есть они были из семей министров, либо из семей высоких лам. И возможно, что
что именно благородные, выходцы из благородных слоев могли принимать такие обеты, и именно поэтому эта линия была прервана, поскольку обычные миряне не могли получать такие обеты, поэтому бикшуни было довольно мало. Однако нельзя утверждать об этом с определенностью. Нам следует продолжать изучать этот вопрос. Кроме того, у нас есть свидетельства из XVI века в Тибете, которые говорят о том, что в это время не просто были монахини-бикшуни, но что в Уцанге, в центральном Тибете, было равное количество мужских и женских монастырей. И в тексте Кармы Чагме под названием «Важные учения Дharмы для монахинь», чтобы быть самодостаточными в Дharме, в них говорится: в чистой земле Уцанга монастыри, мужские и женские монастыри одинаковы в своем количестве. И в некоторых из этих женских монастырях больше, чем 300-400 монахинь. И в них также пребывает много учителей, монахинь и мастеров дисциплины. И они установили твердыню дисциплины. И поэтому эти женские монастыри так хороши. И они смогли стать самодостаточными в Дharме. То есть, о чем здесь говорится? Что Карма Чагма в этом письме приводит, в этом тексте приводит пример центрального Тибета, Уцанга. Поскольку сам он был не из Уцанга, он сам был из Кама, из восточного Тибета. Что в Восточном Тибете не было женских монастырей, и поэтому он делает это сравнение с центральным Тибетом, где такие монастыри были очень многочисленны. И, кроме того, есть упоминание из 17 века, в котором говорится о том, что многие мужские монастыри традиции Кадам в Пеньюле, они были превращены в женские монастыри. И однако, что произошло позже, политика в Уцанге, центральном Тибете, поменялась, и ситуация для монахинь стала быть менее благоприятной, и стало меньше женских монастырей, и произошло уменьшение количества женских монастырей в Уцанге. Однако до 17 века эти сообщества монахинь в Уцанге были широко распространены. И в трактате о постановлении обетов в Тибете говорится, что 98 говорится, что монахини бикшуни, если они даруются членами мужской монашеской сангхи, будут дарованы в полноте и будут безупречными. И
Также говорится, что обеты, мирские женские обеты, обеты послушниц и должны получаться от женских мастеров, и обеты бикшуни должны дароваться прецепторами бикшуни. И это свидетельствует о том, что в этом регионе существовала также сангха бикшуни, и существовали прецепторы бикшуни, которые даровали обеты, по крайней мере, обеты послушниц, монахинь-послушниц были дарованы бикшуни. И как вы знаете, обеты бикшуни отличаются от обетов бикшу восемью так называемыми 8 тяжкими дармами, 8 обетами, особыми обетами. И говорится, что поскольку у бикшуни есть эти особые 8 обетов, они неразрывно связаны с мужской монашеской сангхой. И по этому поводу мастер по имени Гилек Шинин писал, что когда мы говорим бикшу, это исключает бикшуни. И полное посвящение монахинь бикшуни зависит от сангхи бикшу. Также в его автокомментарии на Винай-сутру говорится, если монахини-послушницы получают полное посвящение с помощью ритуала, предназначенного для монахов бикшу, поскольку сангха монахов бикшу является первостепенной, то собрание сангхи монахинь бикшуни соответствует традиции. То есть здесь говорится о том, что даже если монахиня-послушница получает полное посвящение от бикшу, то таким образом передача обетов осуществляется в полноте в соответствии с традицией. Также в комментарии Цо Гавы на Винае говорится, что если нету бикшуни для дарования полных женских монашеских обетов, тогда допустимо, чтобы сангха монахов бикшу даровала эти обеты монахини-послушницы. И также говорится о том, что в те дни было весьма распространенной традицией во всех 4 школах Сакья Гелок, Кагью Нигма, что монахи бикшу были прецепторами для дарования обетов монахинь-послушниц и монахинь-бикшуни. И такой способ передачи обетов считался безупречным и совершенным. И в главе, посвященной затворничеству сезона дождей, говорится, что монахи бикшу отправлялись для того, чтобы даровать полные обеты монахиням бикшуни. И также в сутре Махапраджапати, которая была переведена на китайский в 5 столетии, говорится, после того, как Будда ушел в нирвану,
позволяется ли женщине, которая стремится следовать духовному пути, становиться бикшуни, а также становиться настоятельницей монастыря либо духовным мастером. И на это Будда ответил Ананде: если есть старшая бикшуни, которая обладает всеми качествами чистой дисциплины, то это допустимо, это разрешено. Но разрешать это либо нет, зависит от Сангхи Бикшу. И далее говорится, говорится, что Ананда снова спросил Будду, когда для женщин допустимо получать полное посвящение от Сангхи Бикшу. И на это ответил, что это допустимо. И кроме того, говорится, что в результате такой передачи обеты будут переданы и это известная сутра, которая часто комментировалась мастерами Кадампы. К примеру, мастер Винаи, ученый Шураб Кемцо из великого монастыря Кадампа в Нартанге, написал в своем комментарии на Винаю, что если нету бикшуни, тогда бикшу могут даровать все обеты. Кроме того, в этом комментарии говорится, что обеты бикшуни возникают в результате тренировки монахини-послушницы, и что когда тренировка монахини-послушницы завершена, тогда полные обеты бикшуни могут быть дарованы во всей полноте и будут безупречными. И кроме того, говорится, что если после того, как мужчина принял полные обеты бикшу, он спонтанным образом меняет свой пол на женский, тогда и в нем возникнут во всем совершенстве безупречным образом обеты бикшуни. И по этому поводу Бидон Ринпоче также писал, что истинные обеты возникают лишь из мужской сангхи. И большинство ученых этого времени считает, что обеты бикшуни должны брать свое начало исключительно из мужской сангхи бикшу. И именно поэтому в Тибете поддерживалась линия передачи женских обетов от монахов бикшу. И по этому поводу также можно упомянуть о том, что в 4 столетии в Китае одна из первых монахинь бикшуни по имени Джинджан. И поскольку она была первой монахиней бикшуни в Китае, скорее всего, она получала свое посвящение от бикшу мужчин. И
То, что касается Индии, то у нас нет свидетельств о том, какова была традиция дарования женских обетов бикшуни, даровались ли они от бикшу или нет. Но наши дни в любом случае отличаются от прошлого. Можно сказать, что сейчас мир стал меньше, и стало легче путешествовать и получать посвящение. И поэтому сейчас не обязательно бикшуни, не обязательно получать посвящение от монахов бикшу. К примеру, на Тайване сохраняется линия передачи женских обетов бикшуни. Женщины могут отправиться в Тайвань и получить посвящение обетов бикшуни там. И в этом нет ничего особенного. Однако тогда возникает вопрос о том, будет ли посвящение, полученное от монахинь с другой страны, с другой монашеской линии, признано автентичным в Тибете. И я считаю, что будет. И именно поэтому несколько лет назад, до того, как началась эпидемия, я пригласил сангху монахинь бикшуни из Тайваня приехать в Бодхгаю и даровать обеты монахинь-послушниц. И я надеюсь, что когда эпидемия закончится, тогда я снова смогу пригласить сангху бикшуни для того, чтобы даровать подготовительные обеты, и затем также подготовительные обеты для бикшуни, и затем, в конце концов, также даровать обеты бикшуни. И в том, что касается моей активности в карма-камсанге по поводу полного посвящения для монахинь бикшуни, это не является чем-то, что я решил сделать сам. Это результат дискуссий, которые мы проводили во время Каги Гунчу со многими кемпо, геше. И в этих дискуссиях мы обсуждали вопрос, соответствует ли это намерение Винай или нет. И результатом этих дискуссий было то, что необходимо восстановить институт полного женского посвящения бикшуни в традиции карма-камсан. И поскольку меня попросили об этом, это именно то, что я делаю. И кроме того, есть критика, есть многие, кто критикует это решение, и в основном эта критика основывается на определенных предсказаниях, которые говорится о том, что если женщины будут дарованы возможность становиться монахинями, тогда дарма будет сохранена, сохранение дармы уменьшится на 500 лет. То есть сохранится на 500 лет меньше. И эти критика и упоминания об этом основываются в Винае, в которой говорится, Будда упоминается, что Будда говорит, что мои учения на протяжении 1000 лет, она на 500 лет вследствие того, что они будут принимать обет.
Однако вопрос, который необходимо задать, что здесь имеется в виду. И сейчас, поскольку сейчас уже дарма сохраняется тысячи лет, и ее сохранение не было сокращено, тогда, если мы разделим этот тысячелетний период на 500 и 500 лет, то тогда дарма все еще существует. Если бы это было истинное высказывание Будды, тогда дарма бы уже не должно было быть, не должно было сохраниться. То как же мы можем объяснить это? Когда мы говорим, когда мы смотрим такие учения, то в чем заключается их смысл? Правы ли? Возможно, когда мы говорим о сохранении учения на 500 лет, имеется в виду не дарма в целом, а способность достигать освобождения как плода дармы. То есть из-за того, что монахини получают просвещение, то способность достигать состояния архата будет уменьшиться на 500 лет. Кроме того, может быть и другое объяснение, что если монахини, которые принимают посвящение, не будут придерживаться этих 8 особых обетов, тогда дарма будет сохранение дармы будет сокращено на 500 лет. То есть не просто принятие женских монашеских обетов, но не сохранение обетов. Именно это приведет к уменьшению долголетия дармы. Как бы это ни было, эти упоминания о том, что сохранение дармы будет сокращено на 500 лет, когда вы слышите это, то как же нам необходимо реагировать? Как мы можем ответить на это? И почему, так нам следует знать, почему об этом было упомянуто Буддой. Это было связано с историей того, как было даровано начало обетам женщинам. Поскольку, как вы помните, Будда не хотел изначально даровать обеты женщинам, это было связано с положением женщины в обществе, в древнеиндийском обществе. И поэтому он видел, что если обеты начнут дароваться женщинам, то тогда уважение к монашеской санхе будет меньше со стороны общества. И именно это имеется в виду, когда мы говорим о том, что дарма сохранится меньшее количество времени. И как бы там ни было, необходимо понимать, что эти упоминания сохранения дармы и в связи этого с монашескими обетами для женщин, все это учения, которые подлежат интерпретации. Это не учениями абсолютного смысла. И в конце решений сказать следующее, что для женщин два крыла изучения и практики были объединены.
чтобы у монахини была возможность как учиться, так и практиковать, чтобы не было так, что те, кто следует проповедь, не могут учиться, а те, кто практикуют, не могут. Они могут, а те, кто учится, не могут практиковать. Поскольку изучение и практика похожи на два крыла птицы, именно поэтому необходимо, чтобы в монастырях присутствовало как изучение философских текстов, так и традиция практики. Изучение философских текстов очень важно. Почему? Потому что без изучения мы не будем знать, как практиковать. Но лишь изучения также недостаточно, поскольку без применения изученного на практике такое изучение не имеет смысла. Именно поэтому не нужно вносить какие-то ограничения в разные категории монахинь. Все монахини должны иметь возможности учиться. В прошлом это было не так. У монахинь не было таких возможностей, как у монахов. И одна из главных причин для этого заключается в том, что многие монахини сами по себе не интересовались изучением. И они даже не стремились к таким возможностям. Однако я считаю, что для монахинь совершенно необходимо изучать трактаты, изучать философию. Однако при этом следует помнить о том, зачем мы изучаем философию. Для того, чтобы практиковать, достигать реализации и получать возможность приносить благо другим существам. Именно в этом заключается ответственность и обязанность всех тех, кто изучает и практикует дхарму. Мы все должны стремиться к тому, чтобы развить свою практику для блага других. Именно это должно быть нашей целью. И когда мы говорим об изучении философии в Шидре, то это часто рассматривается как какая-то школа, как будто это как посещение и какой-то школьной программы. Однако это не должно рассматриваться таким образом. Мы изучаем дхарму для того, чтобы применять ее на практике. И именно поэтому изучение, практика и активности, связанные с ними, должны быть соединены неразрывно. Именно благодаря этому в будущем монахини станут светочами для учения и существ. И сейчас давайте посвятим заслугу. Благодаря этой заслуге почти обрели сведения и преодолев врагов, разрушающие поступки, душущих холодом рождения, старости и смерти, да освобождаю всех существ. Благодаря той бесконечной заслуге, что я накопил от слушания бесценной дхармы высшей колесницы, то все существа станут незапятнанными драгоценными сосудами для истинной дхармы высшей колесницы. Пусть источник всего процветания и счастья в самсаре и нирване, учение Будды сохраняется долго. И все великие существа, держатели учений, обладая долголетием, и будут наделены славой и процветанием. Молитва о долголетии Гьялунга Кармапы. Кармапа — воплощение сострадания всех Будд. Кармапа — единство активности всех Будд. Кармапа — воплощенный наместник всех Будд. Аргентра Дултринлея, по жизнь твоя будет долгой. Кармапа — воплощение сострадания всех Будд.
Кармапа, единство активности всех Будд. Кармапа, воплощенный наместник всех Будд. Аргентри Дутринлей, пусть жизнь твоя будет долгой. Кармапа, воплощение сострадания всех Будд. Кармапа, воплощение активности всех Будд. Кармапа, воплощенный наместник всех Будд. Аргентри Дутринлей, пусть жизнь твоя будет долгой. Пусть во всех своих жизнях я никогда не разлучаюсь с несравненными Дакпакагьем, и в особенности со славным Кармапой. Пусть он всегда пребывает как украшение над макушкой моей головы. Если вы хотите поднести мандалу, то прошу вас, подготовьте, подготовьте подношение мандалы. И давайте сделаем краткий ритуал подношения мандалы. Затем, если вы хотите что-то сказать, то также прошу. Итак, вы уже готовы? Давайте быстрее готовьтесь. И мы сделаем краткое подношение местными четырехстрочными. Sambo jebe myanamando da ge gyawa damje ige mazondo jinge dunye lirube deba ye gyawa gönla rabdo jat Düji dinan dünye zange nam zange zege vina joba da dedra şege inam alü badamje gyawa da ge kang Tedanga boy müze yazona yange yenla yazı ragünge yawa günge inde rabje je devara sheba dabje dage medo namba jwa namba da sinye namda jwa dojo ame joda dubye namba ye yawa de da la ne shebra taza namba namda jijo da chime boma re be nyamba Geba geba pabe shogun ge gyawa de da la ya sheba ge sheba gana la me gyaje te da gyawa damje la ya me sambo je la de be da da ge gyawa gun la chanze sheba de sha she dan di mo wang ge ne lue da nga da di shin yi ge ya di ba da ge yi ba ji je ba de da damje da ge so so Choji gyawa gunda sangye se rangye namda labda milo da roa gunge sonama kala Teda gunge jeso da ye da kana choji jidin drame da chancho rembra sangye maja Gumbu de da ge damje la kolo la na me ba goa Gunyangye de dun kanshi de da roa gun la pe jin de je geba singye dunye shoba Dāgē tēmō rābjirā sōwa yē chāngzē wādā shūjē shāba dā jēsō yē rāng gui jē sōwa
Gewa juse dage jisa ba tamje dage janju jengo zoji buji juje me do da re rabe lin je nin de gen ba de san ye jin do mi de biwa rugyun nam da jin la je bara sho ye da man guru re na men de la kan ya da ya mi Nije mende zambo ndibe chanjo lamla baje minjo she disume deshe gomba da da seba minje shivara min namga nyambe dronan rawa jo shanga jimbe draye ne dungye zimjen da ge geba jawa samye Chödün zeci şükürü zeci şanga zimbi rayene dungye simjen dargi jin keba sewa samye so chödün zeci şükürü zeci şanga zimbi raye dungye simjen dargi jin keba sewa samye so chödün zeci şükürü zeci Pandyan la me shabe denpa da kanyamen yongla di yin zhuwa da da xin ma lu so sa zhib zhang yu du san ge sa lang ge para shu da so da di jera di sung xie na ji什么sung xie na yo de ma Так, Мавани Самалова, хотите ли вы что-нибудь сказать? Если вы хотите что-то сказать от имени организаторов, то прошу вас, говорите. Очень плохо слышно. Jinula danda di kunzo ki microphone di zoom nal gyo mendo. Keba mendo da di keba mendo da rang ji de yo na jisare ya this code Очень плохо слышно, что мне говорит, потому что звук идет с эхо. Поэтому, к сожалению, я не могу вам ничего перевести, потому что я ничего не слышу.
토브르스시 친구들이 대신이 주신 거라 그게 미겨도지 정말 믿지만 오늘 순산이 같이 나와 시인이 이상하게 까마 받은 날인지 주교고만 남자들 셔다지 눈나 공부처리 교정 마저기 위다 해비고들 조화하기 야랑 기당 상비 송지 신당 상비 투주 다르다 친구같이 말이 불바서 시비 추월을 줘 최강 최만이 남을 제거서 교 총리님이 이다 뒤도기 차가다 니도기 민식이 깨가 카살라 골교와 민도미 봐 다와치 마진당 기리도 홍을 재미기 걸리 같이서 리빨 주비 까지니 통통이 제지딩이 감기 미친다고 약속하게 배경 까진 실사 전나야 이단 유학이 겨방 주순 주시비 향해 주변 까지도 충분히 수준이 자랑도 본보시기 까진 소지도 그미그 제라이 모따빈 주시와 송강이 사비치기 콜로딘 두고와 투미유 주민 차례 집에 먹을 수시 다소 전남 타미남 준비치도 다가 유머들이 이해하고 내절 투둥투긴 기부시와가 산투시초대 인이 어겨매하고 상기까마 맞춰 키기 특지 사무 까마 미친이 지출라 까지 경과 표시가들 마음은 준비 나가 겹다 왼쪽 뺑이 지출 공부 других каналов. Здесь смысл того, что сейчас говорится, это выражение благодарности Гелунгу Кармапе за дарованное учение и выражение благопожеланий для того, чтобы его святейшество жил долго. Мы хотим попросить его святейшество продолжать даровать учение, по сути, учение. Просим его учение и существ. 제 강화의 진이 지금 통과를 잡수되 중요한 과정 이시라 깨는 강화의 진이 지금 어디 도충을 예로 위동 시장이 나와시게 제 주변이 되게 좋아지는 거예요. 다음 네, 다 자신만 하면 쏘잖아. 자신만 하면 쏘잖아. Спасибо. И прошу вас, давайте прочитаем устремление Махамудры. Soñame que soy
Semeni je saya
Choje